смотрите информационную программу «Вести Тимана». И сегодня мы подводим итоги уходящей недели. В студии Елена Двожик. Здравствуйте. И вот только некоторые темы выпуска. Юные физики. Цель нашего конкурса – это, конечно, выявить одаренных детей и содействовать их дальнейшему развитию. Школьники района приняли участие в интеллектуальном конкурсе. Самый строгий. И вот когда удается человеку преодолеть себя в течение вот этих вот дней, то тогда он чувствует некоторые духовные вещи. У православных христиан продолжается Великий пост. Юбилейный марафон. Я понимаю, что это знаковое мероприятие, и у нас очень много мероприятий в рамках празднования 95-летия запланировано. Как в Сосногорске будут праздновать 95-летие Республики Коми. Для определения необходимости пассажирских перевозок с понедельника начнется обследование пассажиропотока по сокращенному автобусному маршруту номер 532К Сосногорск-Вайвож. Как сообщает администрация Сосногорского района, обследование будет проводиться по направлению Верхнеижемский-Вайвож. Продлится оно в течение 30 дней. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю по вторникам, средам и четвергам. Выезд из Верхнеижемского в 8 часов утра, из Вайвожа в час дня. По результатам, полученным в период обследования пассажиропотока, будет принято решение о необходимости маршрута. На этой неделе состоялось очередное собрание правления Сосногорского представительства Коми Войтер, на котором был решен ряд организационных вопросов. Первый вопрос на повестке дня – обсуждение недавно прошедшего в Сыктывкаре 11-го съезда Коми Войтер, участие в котором приняли и делегаты из Сосногорска. Как отметил председатель местного представительства общественного движения Владимир Артеев, одно из приоритетных направлений работы – создание прочных связей со всеми общественными организациями Республики Коми. Надо взаимодействовать со всеми организациями, которые сегодня есть, для того, чтобы была польза от нашей работы нашим жителям. Тем более в преддверии 95-летия республики, конечно, надо активно работать. В целях повышения эффективности своей работы члены Сосногорского представительства Коми Войтер приняли решение о создании постоянных комиссий. В правлении у нас 9 человек, поэтому будет у нас создано 3 комиссии. Это первое, это культура образования, куда войдут члены комиссии, члены правления, которые занимаются в образовании, работают и в культуре. Вторая комиссия у нас будет молодежная политика и спорт. Это вторая комиссия. А третья комиссия у нас будет село и ЖКХ. Также на собрании обсудили решение недавно прошедшей в Сосногорске конференции Коми народа. Главная задача – внимательно изучить все наказы ее делегатов и продумать варианты их реализации, отметили члены правления местного представительства Коми Войтер. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. В гимназии при главе Сосногорского района прошел фестиваль юношеской книги, посвященный 95-летию Республики Коми, а также второй годовщине воссоединения Крыма с Россией. Учащиеся городских школ представили на сцене образовательного учреждения постановки по мотивам своих любимых художественных произведений. Лейтмотивом всего фестиваля стала вторая годовщина воссоединения Крыма с Россией. Школьникам рассказали об истории праздника, а также его значимости для всех жителей нашей страны. Также участникам фестиваля предложили окунуться в мир киноискусства и познакомиться с фильмами, снятыми по книгам, отрывки из которых были показаны на сцене. Примечательно, что многие из них снимались на территории Крыма. Литературные пристрастия участников конкурса оказались самыми разнообразными. На сцене гимназии ожили отрывки произведений как классиков литературы, так и современных авторов. Самой популярной оказалась книга Александра Грина «Алые паруса». Творческие участники конкурса подошли и к самим выступлениям. Помимо небольших актерских этюдов, на сцене гимназии звучали песни. Также зрителям были представлены и видеопрезентации. В результате лучшим было признано выступление учащихся 3-й школы. Второе место члены жюри присудили воспитанникам кадетской школы. 3-е место разделили представители гимназии и школы номер 1. Школьники Сосногорского района приняли участие в интеллектуальном конкурсе «Юные физики». Начинающие исследователи продемонстрировали членам жюри свои практические навыки, а также блеснули знаниями теории. Состязались ребята в стенах 3-й школы города Сосногорска.
В этом году конкурс среди юных любителей физики прошел в Сосногорске в 9-й раз. Как отмечают организаторы интеллектуального состязания, его участники всегда находят, чем удивить членов жюри. В дальнейшем этот опыт помогает ребятам определиться с выбором высшего учебного заведения и будущей профессии. Цель нашего конкурса – это, конечно, выявить одаренных детей и содействовать их дальнейшему развитию. Ребятам нравится этот конкурс, и те, которые у нас участвуют в 7 классе, они продолжают участвовать в 8 и в 9 классе. Эти ребята, которые в дальнейшем занимают, конечно, и олимпиадные места, то есть призовые места на олимпиадах. Вот. Эти ребята, которые в дальнейшем поступают только там, где нужна физика, естественно. Вот. Им нравится, во-первых, это домашнее задание, очень нравится, потому что показать эксперимент, рассказать, и получится, и не получится, они с удовольствием это делают. В качестве площадки для проведения конкурса была выбрана 3-я школа, и это не случайно. Не так давно образовательное учреждение, являющееся ресурсным центром по изучению физики для всего района, получило современное цифровое оборудование для проведения лабораторных и компьютерных экспериментов. Перед началом его возможности продемонстрировали участникам конкурса. Значит, что оно позволяет? Во-первых, заниматься исследовательской деятельностью детей, выполнять работы практикума достаточно сложные, потому что то оборудование, которое у нас было в школе, оно, конечно, позволяло отдельные работы выполнять, но сейчас более сложные работы мы можем выполнять. И самое главное, поскольку у нас исключили когда-то из программы астрономию, сейчас мы специально приобрели набор по астрономии для того, чтобы дети могли заниматься этой замечательной, интересной наукой. Конкурс прошел в 2 этапа. Сначала его участники показали домашнее задание. 7-классники продемонстрировали свои знания в конкурсе «Физика в игрушке», где наглядно представили игрушки и объяснили принципы их работы с точки зрения физики. А 8-классники представили свои знания и умения в конкурсе «Опыт-фокус». Сейчас мы вам покажем фокус «Теориновый мотор» или парафиновые качели. Для этого фокуса нам нужна обыкновенная парафиновая свечка, проткнутая ровно посередине деревянной зубочисткой. 2 стеклянных стакана, которые послужат нам опорой. Мы зажжем свечу с обоих концов. Капля парафина упадет с одного конца свечи. Равновесие нарушится. Постепенно амплитуда будет увеличиваться больше и больше. И наши качели будут раскачиваться все больше и больше. После практических занятий юные физики приняли участие во 2-м этапе конкурса. Для победы в нем необходимо было продемонстрировать знания теории. Андрей Калиничев, Павел Щеглов, Вести Тимана, Сосногорск. Жители Сосногорского района открыли череду мероприятий, посвященных 95-летию Республики Коми. И несмотря на то, что день рождения региона празднуется в августе, сосногорцы решили отмечать юбилейную дату с размахом – с марта и до конца года. Первым мероприятием в цикле торжеств стал районный вокальный конкурс «Две звезды». Он прошел в начале марта с аншлагом. Стартовал и фестиваль национальных культур «Радуга дружбы». По словам организаторов фестиваля, праздничный марафон будет проводиться с целью поддержки и развития самодеятельного народного творчества и сохранения культурного наследия народов, проживающих в Сосногорском районе. У нас проживают здесь многие национальности, проживают в дружбе и сотрудничестве. И поэтому у нас есть очень большой опыт, который мы можем, так сказать, уже проявить вот в таких широких рамках работы с национальными культурными автономиями. Мы подготовили большую праздничную программу, и я думаю, что этот фестиваль, может быть, даже и приживется, и мы, так сказать, продолжим эту форму работы. Фестиваль «Радуга дружбы» будет проходить с марта по июнь этого года. В его рамках состоятся недели коми, украинской, немецкой, белорусской, казачьей и русской культур. Кстати, идея проведения фестиваля получила поддержку и на муниципальном уровне. Дмитрий Киряков отметил, что «Радуга дружбы» – это знаковое мероприятие. Потому что действительно большое внимание уделяется празднованию 95-летия Республики Коми. Я понимаю, что это знаковое мероприятие, и у нас очень много мероприятий в рамках празднования 95-летия запланировано. Причем не просто праздники уже традиционные, которые постоянно проходят на территории Сосногорского района, но еще и такие замечательные запланированные мероприятия, как «Радуга дружбы». А на этой неделе сосногорские школьники и краеведы вспомнили историю республики и нашего города на интеллектуальной игре «Что, где, когда». Участниками игры стали команды старшеклассников 2-й Сосногорской школы, а также члены городского клуба краеведов.
Знатоки ответили на вопросы по истории Коми края, а также вспомнили самые значимые даты и фамилии сосногорской истории. Вопросы включены по истории государственности Республики Коми, по нашему Сосногорскому району. Если что-то ребята не знают, то познакомятся с творчеством художников Нишпапы, Токмакова, познакомиться с песнями, которые прозвучат в исполнении Владимира Перова. То есть, если, может быть, никогда не слышали, то они это услышат. В результате убедительную победу одержала команда клуба краеведов. Второе место заняли десятиклассники второй школы. Бронзовыми призерами стали учащиеся 11 класса этого же образовательного учреждения. Интеллектуальная игра, посвященная истории Республики Коми, лишь одно из множества мероприятий, посвященных 95-летию нашего региона. Впереди еще масса интересных событий, рассчитанных на всех жителей Сосногорска. О том, что еще ждет горожан в течение юбилейного года, короткой строкой. В апреле горожан ожидают фестивали детского и молодежного творчества «Под небом Республики нашей» и «Радуга талантов», а также традиционные спортивные состязания, такие как турнир по боксу «Кубок Тимана» и соревнования по лыжным гонкам на призы Юлии Ивановой. В мае семейный парк Югодлун пригласит жителей и гостей Сосногорска на театрализованный праздник «В гостях у богатыря Перы». Также в городе пройдет фестиваль декоративно-прикладного и технического творчества «Мастера и мастерицы». В июне в Сосногорске пройдет муниципальный туристический слет. Также юных горожан пригласят в этнокультурный парк «Пера и Зарань». В июле для сосногорских меломанов вновь отгремит фестиваль исполнителей джаз, рок, фолк и популярной музыки. Самым насыщенным событиями станет август. В этом месяце состоится долгожданное открытие Дома культуры «Горизонт», а рядом с ним на стадионе «Гладиатор» появится полноразмерное футбольное поле. Также в селе Устюхта пройдет традиционный народный фестиваль «Сосногорье». Кроме этого, в августе, а именно 20 числа, в городе пройдут основные торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Республики Коми. Не менее интересно в Сосногорском районе будет и осенью. Горожане смогут стать зрителями и участниками районного конкурса красоты и таланта «Жемчужины Севера». Побывать на творческом вечере заслуженного работника культуры России и Республики Коми Станислава Пахтушкина, принять участие в молодежном квесте «Мы часть страны, мы уголок России». И это далеко не полный список мероприятий, в рамках которых жители Сосногорского района смогут поздравить Республику Коми с 95-летним юбилеем. Творческий подарок Республике Коми к ее 95-летию может сделать любой желающий. Для этого необходимо не только любить свою малую родину, но и иметь поэтические задатки. Юбилею Республики Коми Сосногорское отделение партии «Единая Россия» посвятило конкурс стихотворных произведений. К участию в нем приглашаются все творческие жители района. Свои стихи начинающие и опытные поэты могут присылать на электронный адрес sosnogorsk-er@yandex.ru. Конкурс продлится до 21 марта. Победители ждут ценные призы. Более подробную информацию можно получить по адресу город Сосногорск, 5-й микрорайон, дом 41, Сосногорское отделение партии «Единая Россия» или по телефону 5 24 32. Подходит к концу первая неделя Великого Поста. Она является самой строгой и считается временем усердной молитвы после веселых масленичных гуляний. Великий пост установлен в память 40-дневного поста Иисуса Христа, который вскоре после своего крещения удалился в пустыню, а также в память 40-дневного поста Моисея. Самое простое упражнение, самое такое средство легкое, так скажем, самое простое, что есть в православии, это пост. Потому что не нужно вроде бы как бы подставлять левую щеку тому, кто ударил по правой. Не нужно благословлять врагов своих там и так далее, делать добрые дела тем, кто тебя обидел. А нужно просто не есть определенный род пищи. Не стоит воспринимать Великий пост лишь как диету. Происходит не только физическое очищение. Православные связывают это время больше с очищением души от пагубных помыслов. И вот когда удается человеку преодолеть себя в течение вот этих вот дней, то тогда он чувствует некоторые духовные вещи. Тогда ему открывается небо. Вот то, что у него есть действительно бессмертная душа, а тело материально, оно временно, в котором душа моя, как странник, учится любить Бога и людей. Духовному очищению способствуют и ежедневные молитвы. Не стоит забывать о добрых делах и о том, что главная цель – это обретение согласия с собой и своей душой, а также взаимопонимание с близкими людьми.
Если мы просто постимся, это диета, если не кушаем. Но если при этом делаем добрые дела, учимся молиться, посещаем больного в больнице, близких знакомых, кого-то в темнице, накормили голодного, напоили жаждущего, подняли того, кто упал, одели того, кто раздет, совмещаем это с добрыми делами, с милостыней, ну и самое главное, с покаянием, когда мы и душу очищаем, просим у Бога прощения грехов, и венец этого всего причащаемся, становимся частью Христа воскресшего. Тогда мы идем правильным спасительным путем Великого Поста. Церковь строго осуждает нарушающих Великий пост, но не возлагает правил пощения во всей полноте на детей, больных, немощных и престарелых. Завершится Великий пост 30 апреля, а уже 1 мая православные христиане отпразднуют Воскресение Христово. Андрей Калиничев, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска информация о погоде. По прогнозам синоптиков, в воскресенье ночью 20 градусов ниже нуля. Днем потеплеет до -9. В понедельник ночью 11-13 градусов мороза. Днем воздух прогреется до -5 градусов. Такой была уходящая неделя. Напомню, что выпуски наших программ всегда доступны в популярных социальных сетях. Новая информация в ближайших выпусках Вестей Тимана. А я на этом с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. До свидания.